Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете и доверяете мне, за вашу невероятную и теплую поддержку. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на вас и вашего любимого человека. Давайте посмотрим, будете ли вы вместе, ждет ли вас счастье. Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте на него, задайте мысленно либо вслух тот вопрос, который вас действительно интересует. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Якорь вышел, это хороший знак. Якорь — это всегда хорошо, особенно если мы гадаем на любовь и на отношения. У вас якорь вышел. То есть прекрасные шансы, замечательные возможности быть вместе, построить прекрасную семью, любовь, счастье, родить деток, жить рука об руку по жизни, идти, друг друга во всем поддерживать. Я вижу перед собой двух совершенно разных людей, которые немножечко даже под разными углами смотрят на жизнь. То есть вы совершенно не похожи, и мысли у вас не сходятся, но вы замечательные люди, вы умеете любить, вы умеете заботиться. Вы, кстати, очень хорошо вместе смотритесь. И неважно, кто из вас младше, кто из вас старше, какие вы, кто-то светленький, кто-то темненький, это не важно. Важно, что вы смотритесь визуально просто идеально. И также идеально смотрятся ваши души вместе. Вот как пара вы очень красивые, из-за этого вижу много зависти. То есть завистливые взгляды вокруг вас. Завидуют как и случайные люди, которые видят вас вместе, Кто-то посмотрит, будет умиляться и скажет: ой, какие красивые, ой, какие влюбленные, ой, какие счастливые, А кто-то посмотрит и скажет: ух, да как же так, Это же надо, тут любовь крутят. Улыбаются, вот есть люди со злобой говорят. Еще я вижу много зависти со стороны женщин, ваших знакомых женщин. Тут зависть именно к тому, что у вас такой замечательный мужчина. То есть любая из ваших, я так понимаю, подруг готова была бы, полжизни отдать, лишь бы этот мужчина обратил на нее внимание. И я не исключаю, что за вашей спиной ваши подруги этому мужчине строят глазки. А он у вас такой не хочет вас расстраивать и очень стесняется этого момента, смущается и опять же делает вид, что он не замечает. Хотя все прекрасно он замечает и все прекрасно понимает. Вам он об этом не будет говорить. Не будет, потому что вы горячая девушка. Вот здесь мне, знаете, как идет, что мужчина такой прям спокойный, даже, я бы сказала, немножко холодненький, а женщина здесь просто такая яркая, как, знаете, искорка. Какая искорка? Как пламя, Вы такая прям горите. Вы амбициозная, вы веселая, вы задорная. Вам палец в рот не клади, такая вы, как из огня состоите, либо огонь у вас, прям под кожей идет. Может быть, вы огненного знака зодиака. А возможно, у вас характер такой чудной, озорной. Но вы прям очень необычная. Необычная, и мужиков с ума сводите. Это прям факт. Согласитесь, это факт. И причем это все началось буквально, с ясель, детский сад, начальная группа. Уже мальчики к вам подходили, конфетками угощали, в школе за косички дергали, в подростковом возрасте в очередь становились на дискотеках, чтобы с вами потанцевать. И где бы вы не работали, куда бы вы ни приходили, мужчинки прям засматриваются и слюнки подбирают, потому что вы шикарны, у вас прекрасное тело,
у вас глаза такие вот искрятся, а улыбка какая у вас. Боже, тут за одну только улыбку можно, да, дракона любого победить. Вы, ну, красавица, что тут скажешь? У вас еще какая-то изюминка есть, только я не могу понять, что. Либо мне не показали, потому что вы все слишком разные, у каждой своя изюминка. Ну, вот такое, как у вас, ни у кого нет. Я имею в виду изюминки. У кого-то ямочки, у кого-то, может быть, глазки немножко раскосые, да, вот как у лисички. У кого-то носик прям такой вот вздернутый, да, курносик. У кого-то из вас прям грудь такая, что мужики просто сознание теряют. У кого-то попа такая. Кто-то такой пластичный, да, вы идете, а мужики прям, мужчина аж прям шатает, да, вот сознание теряют. Вот от красоты, от соблазна. Ну, вы уникальная. Мужчина, он как противоположность. Он больше как все в себе держит. Да? Человек, который держит все в себе. Хотя он тоже амбициозный человек, но он какой-то, знаете, в отличие от вас, он как потихонечку, да, потихонечку своего добивается. Вот он себе цель наметит, он ее приметит, он к ней примерится, как 7 раз померит, 1 раз отрежет. Да, вот он такой очень педантичный, и я бы не сказала, что он по жизни спешит. Вы спешите, да, вы спешите жить на полную. А мужчина нет, он такой, надо подумать, да, надо решить, надо проверить, да, вот он такой. В принципе, это хорошее дополнение к вам. И вы его тоже очень хорошо дополняете, потому что вы иногда его такая, давай, так подкалываете, скорее, вы его ускоряете, а он, наоборот, вас немножко затормаживает. Ну вот идеальный баланс, понимаете? Если вы оба были оголделые, да, по жизни прям скакали, бежали, то это была бы совершенно другая история. Либо если бы вы были оба очень медленные, такие спокойные, уравновешенные, это, может быть, вы еще и встречаться бы не начали. А так вы видите, друг друга дополняете, помогаете, вы его там иногда подшпиливаете, а он вас немножко притормаживает. Вот вы друг другу в этом плане прям очень помогаете. И вот люди, которые вас знают, все удивляются, вот как вы такие разные, и вы вместе, да, как вы вообще друг друга полюбили. Ну, тут есть другой ответ, да, другая разгадка этой ситуации. Здесь вас сама судьба свела. Судьба, потому что судьбе виднее, потому что там свыше все видно, кто кому подходит и кто кому вот именно парой будет, да. По поводу, будете ли вы вместе. Ну, я думаю, что вы уже сами это поняли, да, что вы точно будете, особенно если вы, мои дорогие девушки, этого хотите. Вы то, чего хотите, вы всегда добиваетесь. И кто бы там ни был против, вас никто не остановит. Понимаете, вам все равно на чье-то мнение. Вот я хочу, я буду, я сделаю. Либо я хочу, я буду, я добьюсь. Это ваша кредо, да, с этим вы живете. По поводу, будете ли вы счастливы. Вот тут немножечко я хотела бы остановиться. Во-первых, показывают помехи. Помех будет несколько, но эти помехи, если вы их пройдете, то они очень укрепят ваши взаимоотношения и сформируют очень такое четкое понимание процессов и абсолютное доверие между вами. 2 помехи вижу. Одна помеха лежит в плоскости материального, то есть могут быть проблемы, вот именно испытания именно в деньгах, да, в материальном плане. И вторая проблема связана с мужчиной, вернее, даже не с мужчиной, а с его стороной. То есть, скорее всего, кто-то из его родственников, либо даже, может быть, друзья, которые на него очень там влияют, допустим, лучший друг, могут быть против вас. Да, и этого мужчину могут от вас отговаривать. Причем в ход может пойти что угодно, начиная от просто разговоров, заканчивая наглой клеветой в сторону вас. Что показали, то показали. У кого-то друг таким будет заниматься, а у кого-то, например, свекровь будущее будет таким заниматься. А может быть, там не только свекровь, может быть, там сестра его, да, может, у него там есть дочка взрослая. Вот кто-то будет из женщин настроен против вас, причем очень категорично настроен. Вот как 2 испытания. Первое к денег касается, материальной подоплеки, а второе именно кого-то из его друзей, либо женщин, родственниц. Вот, пройдете эти 2 испытания, все, считайте, что дело сделано. Такая любовь, такое доверие, крайне редко встречается. Это ведь самое главное в отношениях, это тот фундамент,
на котором строится идеальная семья, прочная, верная, любящая. Вот. Я вижу, что будет трудно, особенно во втором испытании, там, где вот эти родственники либо друзья задействованы, там прям вы будете психовать. То, что касается денег, вам, как сказать, для вас это не настолько проблематично. По поводу денег вы не сильно будете переживать, да, потому что вы четко понимаете, что если у человека руки, ноги, голова, то он любые финансовые проблемы может решить. Вот. Тем более у вас нет какого-то особого пунктика, что вот мужчина должен меня полностью обеспечить. Да, вы сами с усами, да, вы сами и любите, и умеете. И есть явно девочки, которые бизнесом владеют, да, причем успешным бизнесом. То есть для вас это не настолько критично. Но для вас главное, чтобы человек был хороший, да, и чтобы у человека с головой было все в порядке, чтобы там не ленивый, не алкаш, не наркоман, не какой-то игроман. Да, вот для вас это важно. Вот. А то, что деньги... деньги есть, денег нет, руки, ноги есть, заработаю. Да, вот такая в этом плане. Хотя, да, могут быть какие-то такие вот моменты, что придется свадьбу перенести, либо вы хотели там шикарный праздник, либо придется немножко там бюджет подкорректировать, может быть, этот медовый месяц не на Мальдивах, а где-нибудь там, не знаю, в Турции. В Турции там уже цены, по-моему, к мальдивским приближаются. Это просто был пример. Не цепляйтесь к нему. Вот. А вот второе испытание с этими родственниками, тут, конечно, вы будете нервничать. И нервничать очень сильно, потому что вам будет совершенно непонятно, да, почему эти люди, которые вас не знают, либо плохо знают, почему они на вас клевещут, почему они себе позволяют такие страшные вещи. Да, вы будете задаваться вопросом, а что я вам такое сделала? Да? Разве вы не видите, что мы счастливы, что нам друг другом хорошо? Зачем вы лезете и пытаетесь все разрушить? Да, вам даже захочется кого-то там, понимаете, отхлестать, по щекам отхлестать, вот привести в чувство, в порядок. Аго, мама, очнитесь, да? Вы что делаете? Вы зачем сыну жизнь ломаете? Что вам не хватает? В чем проблема? Чем я вам не такая? Да, вот прям даже такие мысли. Там, либо этого друга поколотить захочется. Вот чего ты лезешь? Кстати, по поводу друга я вам могу сказать. Почему друг может мешать? Друг может мешать из-за зависти. Из-за зависти, потому что у этого друга, скорее всего, нет такой девушки, как вы. И у друга нет таких возможностей, как у этого мужчины. Он завидует и отношениям, и завидует тому, что его... этот ваш парень, да, его друг, ваш парень, ваш будущий муж, он и умный, и способный, и спокойный, да, уравновешенный, он там своего добивается, да, чисто человеческая зависть. И вот, чтобы подгадить, может вредить и быть против вас. Потому что видит, что вы друг другу хорошо подходите, и вы вместе счастливы. Он такой, я вам сейчас все испорчу, да, и может это делать. У кого-то еще из девочек отыграется, что этот друг тоже может в вас влюбиться. И он такой, вот, отобью у друга невесту и сам на ней женюсь. Хотя вам этот друг совершенно нравиться не будет. Не ваш типаж, и вообще вот с такими не хотите. Так, второе испытание, оно и по времени как-то дольше будет. И вот вижу, ваши нервы на пределе. Будут такие моменты, что вам просто захочется вот все бросить и уйти. Но с другой стороны, девочки, уйти будет тяжело, потому что любите, потому что все больше и больше в друг друга будете влюбляться. Так, буква Я. Мужчина в этих отношениях очень вырастет. Очень вырастет. И я бы даже сказала, расцветет. А может быть, вы его там возьмете под крылышко, да, отведете в барбершоп, там, отведете в нормальный приличный магазин, подберете ему хорошую одежду, да, то есть научите его, как за собой ухаживать. Прям меняется на глазах и очень хорошеньким становится. Вы же в этих отношениях получите полную свободу. Свободу мысли, свободу действий. На вас не будет давить мужчина. Мужчина не будет пытаться вас засунуть себе в карман. Да? Мужчина не будет пытаться доминировать. Вот это домостроя никакого не будет. Да? Вот свобода. Я свободная женщина, но я любимая женщина. И я вот пойду там куда-то, схожу, погуляю, потом вернусь под крылышко любимому мужу. Да? Вот такие ощущения. Мне вот идет, что вы с детства такая необычная и волелюбивая. Да? Вам вот всегда хотелось
самовыражаться, всегда хотелось жить на полную. Может быть, у вас папа был строгий, либо папа и мама, да? Может, на вас немножко давили, либо общество на вас давило. И вот теперь, как, знаете, дорветесь до свободы. Вот мне идет именно так. Мне нравится эта отсыпка, несмотря на испытания, вот я вас счастливыми вижу. Причем я вижу, что вы по жизни вот рука об руку пойдете. Именно рука об руку. Это очень хороший знак. Не друг напротив друга, не рядом, не спина к спине, а именно рука об руку. Это вот самые идеальные отношения, тьфу-тьфу, когда люди не только любят, но и дружат. И дружат по-настоящему. Друг другу верят, друг другу доверяют. И вот с закрытыми глазами и в огонь и в воду, да, готовы пойти. Очень хорошие отношения. Прям вы созданы друг для друга. Созданы друг друга, дополняете. Очень хорошая отсыпка. Мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.